Анакопийское сражение произошло в 780 году и стало важной вехой в истории Грузии и особенно в судьбе Абхазского региона. В этом видео мы подробно рассмотрим не только само сражение и его значение, но и исторические корни абхазского народа, а также их связь с Грузией. Анакопия – это средневековая крепость, столица средневекового западногрузинского, то есть Абхазского царства, с которой ученые связывают известную битву прошлого, Анакопийскую битву с арабскими войсками во главе с Мирваном, или, как его еще грузины называли, Мирвана-Хру. Крепость располагалась на самом верху Иверийской горы. Цитадель была прекрасно укреплена, внутри нее был построен храм, на остатках стен которого до сих пор сохранились раннехристианские символы и надписи на греческом и, конечно же, на грузинском языках. В VIII веке началась арабская экспансия на Южном Кавказе, и Анакопию осадила войска арабского правителя Мирвана ибн Мухаммада. Разрушив Себастополис, нынешний Сохуми, он разбил лагерь у стен Анакопии. Битва произошла между Абхазским, западногрузинским царством, и Иберией, восточно-грузинским царством с одной стороны, против Омейядского арабского халифата. Омейядский или арабский халифат, начавший активную экспансию во второй половине VII века, достаточно быстро подчинил целый ряд народов. Арабам удалось захватить Северную Африку, часть Северной Азии, южную часть Пиренейского полуострова, южные и западные прикаспийские земли и так далее. А в начале 30-х годов VIII века взгляд арабского халифа Химаш ибн Абдуль-Малика устремился на Кавказ. Вскоре халиф Химаш назначил Мирвана II ибн Мухаммада правителем новых кавказских земель, а чтобы усмирить местное население, Мирвану вручалась армия численностью примерно 130 тысяч бойцов. Правда, данные цифры вызывают очень большие сомнения, так как халиф в это время ввел войну с Византией, да и восстания и борьба за власть внутри самого халифата отвлекали немало сил. В эти века Грузия была разделена на множество царств и княжеств, находившихся в постоянной борьбе с внешними врагами. Одним из таких важнейших регионов была Абхазия, которую древние авторы считали грузинским государством. К началу VIII века, несмотря на то, что Грузия была разделена на множество княжеств, грузины оставались единой нацией, общим картвельским языком и культурой, что говорило о глубокой взаимозависимости различных областей. Например, об этом говорит то, что в Анакопийской битве, кроме жителей Западной Грузии, участие принимали и восточно-грузинские, то есть иберийские цари Арчил и Мир, и сыграли ключевую роль в защите Анакопии, стратегически важной крепости в Абхазии. Арабские завоеватели прошлись огнем и мечом по восточным княжествам современной Грузии, а после этого вторглись в западные и южные княжества. Мирван разорил почти все крупные города и укрепления Лазики, именовавшимся в тот момент княжеством Эгриси. Под напором неистового Мирвана пал даже город-крепость и столица княжества Цихегоджи, ныне именуемый Нокалакеви. До сих пор на месте бывшей столицы Эгриси возвещаются остатки массовых стен древней крепости, все, что осталось от Цихегоджи. В тот момент Абхазией правил один из величайших личностей средневековой грузинской истории, князь Леон I, а столицей княжества, как я уже говорил ранее, была Анакопия с мощной цитаделью на вершине Иверийской горы. Прежде чем перейдем к самой битве, давайте более подробно разберем вопрос идентичности абхазов. Большинство историков согласны с тем, что древние, раннесредневековые и средневековые абхазы были такими же грузинами, как мигрелы, сваны, кахетинцы и другие картвельские этнографические группы, и были вовлечены в одно культурное и этническое пространство с остальными грузинами. Исследования показывают, что территории, которые сегодня мы знаем как Абхазию, с древнейших времен были заселены грузинскими, то есть картвельскими племенами, и только в 16-18 веках в регион начали переселяться северокавказские племена, которые именовали себя Апсуа, но у них не было письменности, и это самоназвание нигде не зафиксировано. Этот миграционный процесс был связан с различными войнами, конфликтами и экономическими условиями того времени. Появление нового народа в этом регионе значительно изменило его этнический состав, однако
культурные и языковые связи с грузинами сохранились. Сегодняшние абхазы, то есть абсуйцы, утверждают, что они коренной народ в Абхазии, но никаких следов их присутствия на территории Абхазии до 16-17 веков нет. Все археологические находки, лингвистические исследования, исторические документы и другие сведения доказали, что древние абхазы имели грузинские корни и подчеркивают их историческую связь с Картвельским, то есть с грузинским миром. Вернемся к битве. После разорения Иберии и всех южных грузинских княжеств Мирван устремился на север Грузии, а конкретно в Абхазию. Естественно, Мир и Арчил устремились именно в Анакопию. Войска восточно-грузинских правителей доходило всего до 3000 человек, а некоторые историки считают, что их было в 2 раза меньше. Воинов Леона в Анакопийской крепости тоже было около 2000 бойцов. При этом самого князя Леона на тот момент в крепости не было. Он на тот момент находился в некой крепости Собги, находящемся на горном перевале по пути в Осетию. Есть версия, что он защищал как восточную, так и западную Грузию от вторжения с севера, либо он пытался договориться с аланами о союзе, направленной против арабских захватчиков. Армия Мирвана же насчитывала от 40 тысяч до 50 тысяч воинов. Джуаншар Джуаншариани, средневековый грузинский историк, писал: «И предстали Мирьян и Арчил перед той святой иконой Пречистой Богородицы, молились ей поклонившися, и перед рассветом Господь Бог послал на сарацин зной южный, и заболели они кровяной холерой. В ту ночь явился Арчилу ангел Божий, который сказал ему: идите и сразитесь с агарянами, то есть с арабами, ибо я на них послал жуткую и истребляющую люд и животных болезнь». Со спецификой изложения скрывается тот факт, что иноземные войска в этой местности часто страдали от климата, приливных дождей и тяжелых дорог, поэтому, вероятно, большая часть привыкших к диаметрально иной местности и климату арабов заразилась характерными местными болезнями. Эпидемия в лагере противника всегда подарок для обороняющихся. Сама же битва, согласно Джуаншеру Джуаншариани, началась с рассветом, когда Мирьян и Арчил вместе выступили в сторону арабов. Деморализованные силы арабов проиграли ту битву. По словам Джуаншариани, до 30 тысяч воинов пали от болезней, а около 10 тысяч лишились жизни от меча. Оставшиеся в живых бежали из этих земель во главе с Мирваном надолго. Царь Арчил и его брат Мир показали невероятную стойкость и стратегическую смекалку, что в конечном итоге позволило грузинским войскам добиться победы. В заключение хочу подчеркнуть, что Анакопийское сражение – это больше, чем просто военный конфликт. Эта битва стала важным моментом в истории Грузии, подчеркнув единство и непоколебимый дух всего грузинского народа. Друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайк. Это помогает продвижению нашего канала.